Дорогие друзья, коллеги, мы продолжаем серию публичных лекций проекта Ага-хан на человековедение, Университет Центральной Азии, который у нас проходит, как всегда, в контексте отношений между гуманитарными и научными дисциплинами, как условие для формирования междисциплинарного дискурса в Центральной Азии. Сегодня мы в какой-то степени информированы уже относительно общих принципов и механизмов управления социальными, культурными, информационными, экономическими и даже, можно сказать, политическими процессами в мире. Во многом это связано, что данные процессы, несмотря на многие глубинные и потаенные процессы, все равно являются частью нашего общесоциального культурного дискурса, которое реализуется через средства массовой информации, которые являются более-менее доступны всем нам. И это создает для нас хоть какое-то понимание того, с чем мы имеем дело. Это понимание может быть верным или ошибочным, но у нас всегда есть доступные инструменты для данной проверки. Иное дело с нанотехнологией, которая является частью научного и экспертного дискурса, где подключается механизм управления потоками вещества на микроуровне. Непонятно, насколько это может влиять на само человеческое сознание. Если оно не только не контролирует, но и серьезно отстает от понимания природы этих изменений, включая свой ландшафт, будь то экологический, этический, социальный или, можно сказать, даже ценностный. Безусловно, данное развитие уже не остановить, и мы уже извлекаем большую пользу от развития нанотехнологий, в особенности в сфере медицины. Но вопрос остается все же открытым относительно не сколько открытия реальных возможностей для человечества, сколько рисков, которые, возможно, являются результатом нашей невключенности в данный дискурс. Полагаю, что данная лекция на тему перспективы нанотехнологий в Центральной Азии на примере Кыргызской республики, с которой выступит Суламанкулова Саудат Касымбаевна, который является доктором химических наук, профессором, заведующей лабораторией нанотехнологий Института химии и фитотехнологии Национальной академии наук Кыргызской республики, позволит нам снять эти опасения, ну или, по крайней мере, задаться серьезными вопросами, которые вы можете задать после своего выступления, после данного выступления. У нас, я хотел бы напомнить вам, что лекция у нас продолжается где-то около 45 минут 1 часа. Далее у нас идут вопросы и обсуждения около 30, в зависимости от того, насколько у нас будет проводиться дискуссия, до 45 минут, от 30 до 45 минут. Вам слово, уважаемая Саудат Касымбаевна. Прошу вас. Как сказал, здравствуйте, дорогие коллеги, забыла поздороваться. Я работаю в Академии наук Кыргызской республики, заведую лабораторией нанотехнологии с где-то 2003 года. Она была организована после защиты моей диссертации, которая была защищена именно по наноструктурам элементов периодической системы. Вообще, для чего они нужны нанотехнологии? Хотелось бы на этот вопрос ответить. Во-первых, если взять Кыргызстан, то у нас, очень скудные природные ресурсы. А нам известно, что использование наноструктур, полученных с помощью нанотехнологий. Можно 3-й слайд, пожалуйста? Что-то не переключаются слайды. Алло. Хадича, слышите меня? Хадича. Ответ очень простой. Потому что мы обладаем мизерными природными ресурсами, которые необходимо экономить и беречь. В этом помогут миниатюризированные нанотехнологии, как с позиции экономии энергии, так и материальных ресурсов. Такая экономия возможна благодаря уникальным свойствам наноструктур с размерными эффектами. Под размерными эффектами прежде всего мы понимаем развитие огромной удельной поверхности наноструктур, наночастиц, нанотрубок, нанопор, нанокластеров и так далее. Формирование такой поверхности обеспечивает качественный скачок, положительную, конечно, сторону биологической, химической и физической активности материалов в нанодиапазоне, в отличие от массивных материалов. Очевидно, что нанотехнологии и наноматериалы
создаваемые нами, помогут поднять экономику Кыргызстана, но и, возможно, на нашем примере экономику любой развивающейся страны, и прежде всего стран со скудными природными ресурсами. И мы надеемся, что наши разработки помогут выйти Кыргызстану на внешний рынок и в свете достижений в этой области. Следующий слайд можно, да? Саадат Касымбаевна, этот или следующий еще? Вот этот вот, да. Впервые мною были получены наночастицы меди при диспергировании массивной меди, разработанным нашим способом. Мы, значит, диспергируем токопроводящие элементы с использованием низкотемпературной плазмы. При этом создается металлическая плазма, где могут находиться и компоненты окружающей среды, и в зависимости от природы диспергируемого элемента, природа среды и прикладываемой энергии образуются те или иные наноструктуры. В общем-то, все мои ребята, 6 ребят у меня защитили кандидатские диссертации в этом направлении, именно по наночастицам, по наноструктурам, защищались в области неорганической химии, это 02, 0001. Тогда шифра нанотехнологий у нас не существовало. В 2018 году, значит, с помощью председателя нашего ВАК, Таналиевой Бахтарбековны, в номенклатуру ВАК мы ввели шифр нанотехнологии, наноструктурные материалы. И приглашаем всех, кто в этой области хочет защитить кандидатскую диссертацию, на вновь организованный, значит, спецсовет, где этот шифр проходит. В настоящее время в основном, значит, в области нанотехнологий работают сотрудники лаборатории нанотехнологий, которой заведую я. Нами получено более 80 наноструктур, наночастиц различной морфологии, различного вида. Вот. И есть другие, значит, которые начали в этой области трудиться. Вот по направлению нанотехнологии, но под шифром неорганической химии были защищены 6 кандидатских диссертаций, 1 докторская диссертация и PhD, 3 PhD-диссертации в городе Кумамото в Японии. Вот здесь вот на слайде вы видите, значит, результаты экспериментов по получению наноструктур металлической меди, серебра и золота. Не, подождите. Вот здесь вот на значит, электронном снимке, это вот просвечивающая электронная микроскопия, видны наночастицы меди, сферические наночастицы меди. И вот эта вот, значит, диаграммка, она показывает распределение частиц по размерам, и основная масса здесь 25-30 ангстрем или 2,5-3 нанометра. Значит, мы провели кое-какие исследования и установили, что вот внизу, значит, 2 графика, что вот эти вот полученные наночастицы, они, значит, как бы вкраплены в такую вот оболочку из компонентов среды. В данном случае мы диспергировали медь в органических средах, и серебро, и золото. И на поверхности этих наночастиц образуется сажевая такая защитная пленка. И это вот придает полупроводниковые свойства металлическим наночастицам меди, серебра и золота. Следующий слайд можно? Следующий слайд, пожалуйста. Еще следующий. Вот вы знаете, от формы наночастиц зависят свойства этих наночастиц. Вот на предыдущем слайде я показала, что для золота, серебра и меди при диспергировании различных, значит,
значит, продиспергировали золото, потом перевели его в раствор и попробовали восстановить опять, значит, эти вот наночастицы. Мы получили фузиформный, вот внизу ПЭМ-снимок этих фузиформных наночастиц золота, то есть это веретенообразные. Чем они хороши? Дело в том, что наночастицы золота сейчас начинают применять для диагностики раковых заболеваний. То есть вводят каким-то образом эти наночастицы в организм, потом, значит, облучают каким-либо излучением. Лазерное излучение это может быть. Когда берете сферическую наночастицу, то у нее вот эффект, вот на график вот здесь вот есть, внизу справа, да, то это синий, вот, синий график, не синий, а просто, скажем, да, вот там должен проявляться только первый вот этот вот пик для сферической наночастицы золота. Но в нашем случае, значит, проявляется два пика, то есть это продольный как бы эффект поляризационный и поперечный. У сферической наночастицы только поперечный, то есть эффект только один. А когда вы берете фузиформную наночастицу, то получается два эффекта, поперечный и продольный. То есть усиливается этот поляризационный эффект, и фузиформные наночастицы они более эффективны при диагностике раковых заболеваний. Следующий можно слайд? Вот мы попытались, значит, внедриться в медицину со своими наноструктурами, и при диспергировании серебра эти вот наночастицы сферические мы перевели в нанораствор. И посмотрели, значит, вот действие этого нанораствора на регенерацию челюстной кости кролика, и убедились, что эта вот регенерация идет очень-очень эффективно. И нам удалось установить, что вот наночастицы серебра – это лучший стимулятор костеобразования, чем медь. То есть остеогенез усиливается при действии наночастиц серебра. Но медь, она стимулирует рост и развитие кровеносных сосудов в этом регенерате. Ну, казалось бы, вот два металла, да, из одной и той же группы, главная подгруппа первой группы, правильно, должны вести себя одинаково. Но природа наночастиц такова, что вот малейшие изменения, скажем, электронной оболочки металлов приводят к образованию иных каких-то свойств в этих наноструктурах, и проявления этих свойств различаются между собой для меди и для серебра. Здесь вот на картинках видно, что идет, значит, интенсивное это костеобразование. Потом при совместном действии наночастиц меди и серебра этот эффект усиливается в несколько раз, да? И образуется плотная соединительная ткань, образуются, значит, клетки костные, и в конце концов вырастает такая вот прочная и тонкая кость в этой челюсти, которая со временем превращается в массивную уже. Дальше, пожалуйста. Вот почему вообще возможно образование наноструктур при диспергировании в импульсной плазме низковольтной. Вот здесь вот вы можете увидеть в этой табличке, что здесь показана, значит, удельная энергия сублимации, энергия плавления вот этих вот металлов, меди, серебра и золота, и показано количество подводимой энергии. И здесь оказалось, что количество подводимой энергии, оно, значит, для меди вот конкретно 26 раз почти больше энергии плавления. То есть любой металл в импульсной плазме превращается в пар и расплав, из которых формируются сначала кластеры металлические, и эти кластеры, объединяясь, приводят к образованию, формированию тех или иных наночастиц. Вот почему, впрочем, наночастицы серебра являются бактерицидными. Здесь вот справа внизу картинку вы видите, да? Вот
Вот, оказывается, каждая клетка бактерии, скажем, да, она содержит пептидогликаны, которые очень любят вот эти вот золото, наночастицы, серебра, наночастицы, и как бы устремляются к этим наночастицам и как бы вытягиваются из мембраны, внешней мембраны этих вот микроорганизмов, и образуются поры. Образование этих пор приводит к взрыву этой вот бактерицидной клетки. И вот такое вот действие показано на этой картинке. Дальше, пожалуйста. Вот самое интересное вот в этом слайде то, что, казалось, вот берете металлический висмут, сурьму. Металлы как металлы. В принципе, когда плавишь, при обычных температурах образуются расплавы. Низкотемпературный, правильно, да? Но оказалось, что вот кристаллическая решетка показана внизу, что у висмута и сурьмы слоистая кристаллическая решетка, подобная решетке графита. Вот для графита нам удалось получить углеродные нанотрубки, и мы начинаем вот этот вот эксперимент, надеясь, что получим нанотрубки висмута и сурьмы. И на самом деле при диспергировании этих вот металлов в плазме импульсного разряда в различных средах, это могла быть и вода, и органическая жидкость какая-то, формируются, и они очень хорошо видны вот на, значит, снимке А показаны нанотрубки висмута, а на снимке Б показаны нанотрубки сурьмы. То есть в условиях импульсной плазмы образуются доселе неизвестные какие-то модификации уже известных металлов. Вот эти вот, значит, нанотрубки, они могут использоваться в качестве полупроводниковых материалов. И здесь можно говорить опять о размерном эффекте. Во-первых, значит, из-за размера наночастиц они очень мелкие, эти нанотрубки, образуется удельная поверхность, но работает поверхность еще пор, который внутри этих трубок. То есть эффект, вот этот полупроводниковый, он усиливается многократно. Вот, и вообще значит, в космонавтике, медицине и других областях используется термоэлектрическое охлаждение. И вот сурьма и висмут, они являются очень хорошими термоэлектриками. Недавно мы провели эксперимент, получили сплав на основе висмута и сурьмы и получили термоэлектрические наночастицы на основе сплавов сурьмы, висмута и сурьмы. Вот, и получили именно тот состав, который работает лучше всех. Следующий, пожалуйста. Следующий можно? Еще следующий, да? Да, вот хватит. Ага. Вот, нет, наночастица магнетита. Это феррум-3О4. Вообще это очень хорошая штука, которая может использоваться при транспорте каких-то лекарственных веществ, при лечении рака головного мозга, крови, также при внутриклеточной гипертермии, когда, значит, выжигаются вот эти вот раковые опухоли. Наночастицы магнетита обладают очень хорошими адсорбционными свойствами к, значит, антигенам и вирусам, то есть они на себя собирают, их умерщвляют. И это у нас какой слайд получается? Наночастицы магнетита, да? Следующий. Нет, подождите. Сейчас. Здесь плохо видно, и я у себя смотрю. Вот. Вот здесь вот, значит, слева вы видите ПМ-снимок наночастиц магнетита, полученный нашим способом, то есть диспергирование железа в плазме импульсной плазмы в жидкости. Здесь вот прям видны эти вот наночастицы такой вот шестиугольной какой-то формы. Понимаете, это очень характерно для наночастиц магнетита, именно образование таких форм наночастиц.
И мы, значит, попробовали получить вот эти вот наночастицы феррум-3О4 в композиции с наночастицами золота. Вот справа видите, Ага. да, Да. этот рисунок, Да. и получены эти гампелеобразные вот такие вот наночастицы, да, которые уже как бы не повреждают клетки организма и могут использоваться при диагностике и лечении, скажем, рака мозга. Следующий, пожалуйста. Почему у нас, значит, пошли работы именно в области медицины? Потому что у нас нет оборудования для исследования, скажем, и для создания каких-то солнечных элементов, каких-то электрических батарей. Мы думаем, что мы продвигаемся в этом направлении, проводим лабораторные исследования в этом направлении. Вот, получили, значит, я дальше об этом расскажу, такой вот материал на основе графена, который может использоваться в батареях и заменить литий в батареях. Ну, вот здесь вот написано, значит, можете прочитать, что такое графен и почему вообще можно, очень гибкая такая вот зона Брюлена, и можно изменять ее небольшим изменением внешнего воздействия. Следующий можно? Вот, когда мы, значит, диспергировали вот это вот, нам было интересно диспергировать индий. Вы, может быть, не понаслышке знаете, что индий очень редкий и очень рассеянный металл, но его используют в космонавтике, в электронике, для, значит, зеркал вот в этих вот телескопах, да, очень дорогих. Но этого индия очень мало на Земле, его запасов осталось всего на 50 лет. И мы, значит, так вот теоретически подразумевая, что наверняка индий в нанодиапазоне как бы поможет нам выйти из этой ситуации. То есть расход индия в нанодиапазоне для создания таких зеркал, тех же солнечных элементов, тех же электрических батарей будет на порядок ниже из-за возможности создания однослойных, скажем, пленок этого индия. Вот. И вот на этом слайде вы видите, вот вверху слева, значит, вот это наночастицы индия, они как бы окутаны нанолентами, графеновыми нанолентами. Нам это удалось доказать с использованием Раман-спектроскопии. Вот справа, да, график вы видите, вот черный – это, значит, исходный. Красный, да? Продукт после диспергирования, а красный – после недельного хранения. И здесь видно, что на красном графике изменяются вот эти вот положения пиков, появляется пик в области где-то около, сейчас я скажу, 200 с чем-то, да, вот здесь вот. И этот вот пик мы отнесли к наночастицам индия. То есть как бы при хранении эти вот графены наноленты раскутываются и превращаются такие в плоские наноленты, и обнажаются эти наночастицы индия. Мы сравнили, вот здесь вот маленькие графики справа показаны, да, размеры наших наночастиц, массивного индия, вот, Раман-спектр, и из воды. Вот 3 графика. И оказалось, что в импульсной плазме образуются очень мелкие наночастицы индия. И вот это нам установить помог именно вот этот вот метод Раман-спектроскопии. Вот дальше, значит, вот недавно я только пришла к такому анализу и выводу, что индий надо заменить. Надо заменить даже при получении таких композитов, вот индиевые наночастицы, покрытые графеновыми нанолентами. И мы попробовали продиспергировать алюминий в той же среде, в которой получали вот индиевые наночастицы. И внизу, значит, слева вы видите дифрактограмму этого металлического алюминия, то есть при диспергировании алюминия образуются именно металлические наночастицы. Но когда мы сняли ПМ-снимок, мы увидели те же
графеновые наноленты на поверхности этих наночастиц. То есть возможна замена вот этого индия, дорогостоящего, очень редкого, на алюминий. Вот. А справа внизу ПМ-снимок – это медных наночастиц, тоже закутанных в графеновые наноленты. То есть вот таким вот простым, доступным способом нам удалось синтезировать такие интересные структуры, такие интересные модификации. Вот. Следующий слайд можно? Ну вот, а если говорить о литий-ионных аккумуляторах, я уже упоминала, что литий очень дорогой, да, и, в общем-то, изготовление этих литий-ионных аккумуляторов очень сложный. И вот здесь вот, значит, вот написано, вот, например, что начинка смартфонов становится мощнее, и питать такое количество компонентов становится все сложнее. Поэтому индустрия нуждается в свежей крови. Одним из таких решений может стать графен. Вот здесь вот повнимательнее послушайте, пожалуйста. Но, значит, компания вот такая-то создала на основе разработок Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий университета Квинсленда батареи нового поколения. И смотрите, вот новый тип аккумуляторов сделан из алюминия и графена. По словам инженеров, такие батареи дешевле в производстве, чем литий-ионные, ведь их в состав не входят редкие металлы. Кроме того, не горят и выдерживают очень высокие температуры. Также из преимуществ этой новинки, значит, увеличенный срок, да, в 3 раза. Это повышается срок службы, и зарядка ускоряется в 60 раз. Вот именно использование вот этого вот композита из алюминия и графена. В общем, да, здесь получаются, значит, аккумуляторы, токовые характеристики 5 ампер на грамм. Вот что касается структуры этих вот аккумуляторов, вот, значит, берут слои перфорированного графена с вырезами 2-3 нанометра. Это 20-30 ангстрем, это размер, в общем-то, наночастицы, любой металлической, скажем, медь, серебро, золото, алюминий это может быть, да? Между ними закладываются атомы алюминия. Именно они обеспечивают достаточную плотность материала для накапливания энергии. Вы посмотрите, это вообще, если представить, очень сложный процесс. То есть нужно создать слой перфорированного графена, сделать эти вырезы, поместить туда то ли атомы, то ли наночастицы алюминия, а мы получаем такой материал в один клик. У нас алюминий уже помещен в графен. И мы эти вот эксперименты сейчас по созданию этих вот электрических батарей начали. Мы хотим сравнить их с литиевыми батареями, и я надеюсь все-таки на положительный исход этого эксперимента. Следующий, можно слайд? Ну, вообще вот эти вот наноструктуры, они известны в природе. Понимаете, вот природные наноструктуры. Вот одна из моих девочек, она сейчас собирается защищать кандидатскую диссертацию, она, значит, выделила микросферы из золы. Следующий можно слайд? Вот, нет, не надо. Ага. Микросферы из золы уноса ТЭЦ города Бишкек. И она уже, значит, создала краску, теплоизолирующую на основе этих вот сферок. Так? И они могут быть сорбировать очень хорошо. Мы хотим испытать их в качестве ванн для ожоговых больных, скажем так, и, может быть, перевязочные материалы какие-то на этой основе создавать. Работа идет в этом направлении. То есть у нас очень много направлений, очень много людей подключено к этим исследованиям. И вот смотрите, еще, значит, нам удалось получить нанокремнезиум. Вы знаете, что такое рисовое производство.
Это громадное количество отходов. Та же рисовая шелуха, та же солома, да, вот некуда деть. Животные не едят вот эти сельскохозяйственные эти вещи, потому что там около 40% кремнезема, и представьте, жевать этот песок. Да? Они просто отворачиваются от него. Удобрять нельзя тоже почву. Ну, известно почему, да. И мы, значит, что сделали? Это вот есть у меня такая докторантка, недавно она защитила кандидатскую диссертацию, и у нее есть очень много там наноструктур в этих исследованиях. И она вот занялась как бы переработкой этих рисовых отходов. Значит, кавитации подвергаем мы рисовую шелуху, так? Ну, там ряд, скажем, стадий для получения вот это вот диоксида кремния. Это сначала, значит, это все выделяется после кавитации, потом отмывается, отжигается от целлюлозы и получает вот такие вот слоистые наноструктуры. Смотрите, вот справа, видите? Вот эти вот поры, они наноразмеров, и они очень хорошо могут сорбировать различные вещи. Те же, значит, лекарственные препараты, те же тяжелые металлы, да, и вот сейчас мы на этой основе, на, значит, обработке кавитации рисовой шелухи и соломы хотим получить наноцеллюлозу, и потом из нее получить графен. Вот сейчас эти эксперименты тоже идут у нас. И графен мы тоже будем, наверное, обогащать там наночастицами серебра, алюминия, возможно, золота, и тоже испытывать в качестве там перевязочных материалов, тех же, значит, основ для электрических батарей. Ну, в общем, ребята работают, хотя условия, конечно, у нас те еще, скажем. Нам приходится все время кого-то просить, чтобы сделали эти вот снимки. Мы раньше отправляли в Японию, вот в течение этого карантина ни одного образца нам не удалось отправить. Вот. Сейчас не знаем, как выйти из этого положения, но наверняка мы выйдем из него. Следующий слайд можно? Вот я уже говорила, что мы, значит, продвигаемся именно в области медицины, где, в общем-то, не нужны какие-то дорогостоящие микроскопы, скажем, да, Раман-спектрометры, вот, масс-спектрометры. То есть мы, значит, испытываем наши наноструктуры на болезнях. И вот эти вот испытания у нас проводятся, у нас есть Чуйская областная больница, и при этой больнице есть центр реконструктивно-восстановительной хирургии. Вот, кстати, Валерий Хасанович, который здесь присутствует, он является заместителем директора этого центра. И у нас проведено очень много испытаний вот, по, значит, наноструктурам серебра и золота. Вот. Следующий слайд можно? Дальше. Не-не-не. Знаете, вот сейчас в связи с этой экологической обстановкой, скажем, да, потом, ну, что мы едим, что мы пьем, ну, известно всем, правильно, что инфекция распространяется, ну, с огромной скоростью, скажем, особенно в этих мегаполисах, где очень много скоплений народа, да, вот, и вот это вот лечение ран, будут то хирургические раны, будут те гнойные раны, в общем-то, это одна из основных проблем хирургии, ну, и уже, значит, известно, по каким причинам значимость вот этой вот проблемы все более возрастает с развитием хирургической инфекции. В палатах даже люди могут заразиться, да, этой инфекцией. И вот цели вот этих научно-исследовательских работ в Чуйской областной больнице были, значит, изучить этапы регенераторного процесса обширной асептической гнойной хирургической раны при комплексном использовании наноструктур с наночастицами серебра и золота в качестве лимфостимулирующего коктейля для профилактики развития гнойных осложнений.
Вот это приводит к снижению уровня смертности и ранней инвалидизации трудоспособного населения. Но проблема, если это решить, это вообще громадная проблема будет решаться. И уже у нас есть кое-какие очень хорошие результаты, и мы надеемся, что мы уже начнем выпускать какие-то нанопрепараты. Это препараты. У нас уже есть разрешение на выпуск как бы наружных мазей, вот этих вот коктейлей, да, каких-то гелей, кремов. Вот, и мы сейчас готовимся просто в промышленном масштабе это делать. Следующий можно слайд? Вот эти исследования, вот здесь написано, значит, было взято 160 пациентов с обширными ранами хирургического. Но обширная рана – это рана, которая больше 30 сантиметров, которая, значит, вообще заживает очень долго, очень тяжело, особенно у пожилых людей. Вот. Здесь вот показано осложнение без использования нанопрепаратов, что самое большое количество больных с осложнениями, конечно, у пациентов старше 60 лет. Здесь вот. И общее количество вот этого 24% из этих больных, они, значит, получают эти осложнения. Следующий слайд. Вот смотрите, вот здесь, вот, значит, рана была сначала обработана перекисью водорода с наночастицами серебра, это верхний снимок, да, и каждый день перевязки делали, и обрабатывали эту рану хитозаном, это гель-хитозан с наносеребром. И вот посмотрите, на 7-е сутки эта рана уже как бы она, вот края срослись, хотя при лечении обычными там препаратами, которые у нас продаются в аптеках, это заживление идет где-то через 3 недели. Следующий слайд можно? Ну, вот это вот, значит, обширная хирургическая рана. Вот здесь на рисунке, на фотографии Б, эта рана показана, значит, после применения вот этих вот пероксида водорода с серебром и гель-хитозана с серебром. Ну, очень большая рана, но заживление прекрасно идет, правильно? Видно сразу. Следующий можно слайд? Вот здесь вот были проведены экспериментальные клинические исследования влияния наночастиц серебра и золота на динамику лечения гнойных ран. Здесь микроорганизмы тоже были исследованы. Действие, конечно, очень эффективно на микроорганизмы. Вот, ну, здесь вы уже прочитать, наверное, успели, что после моделирования, скажем, на крысах этих вот гнойных ран, мягких тканей, ее лечение путем местного применения перекиси водорода с наночастицами серебра и хитозаном на фоне вот эндолимфатическое введение наночастиц серебра, мы вводили это вот в клетчатку паховой области крыс. Следующий. Наночастиц золота здесь, да? Да, это вот, да. И вот здесь вот на этих картинках видны вот здесь вот большие до введения, а вот справа уже, значит, количество малых лимфоцитов. Смотрите, они просто, ну, я не знаю, в таком количестве выросли, очень большом, да. Через 72 часа были обнаружены изменения соотношения первичных и вторичных фолликулов, что, значит, свидетельствует об активизации лимфоцитопоэза, ну, то есть увеличение вот этих вот лимфоцитов. То есть наночастицы меди и серебра, там, не серебра и меди, они работают. И здесь увеличение митозов, то есть разделение вот этих вот клеток и их рост тоже усиливается, митоз. Следующий можно? Я не медик, я просто вот говорю какие-то узловые моменты. Здесь вот тоже митоз.
лимфатического узла, там растут эти вот клетки организма. И здесь вот в таблице видно, что при, значит, вот здесь вот третий, да, столбец, комплексное лечение гнойных ран с использованием местного применения вот этого пероксида и хитозана с наночастицами серебра. Здесь вот сравнение вот с нормой идет рост. Очень большой рост идет, да? А если мы возьмем, значит, еще и введем, значит, золото, здесь еще больше рост идет. Дальше, пожалуйста. Ну, здесь вот такое заключение небольшое. При комплексном лечении гнойных ран с использованием местного применения перекиси водорода с наночастицами серебра и хитозаном на фоне эндолимфатического введения наночастиц золота происходит усиление процесса дифференцировки и созревания состава клеточных популяций. То есть, получается, все клетки растут, организмы здоровые, образуются клетки. Это выражается в повышении количества иммунобластов. Оставьте, пожалуйста. Ага. И больших лимфоцитов, и структурных зонах лимфатических узлов. Отмечается большое увеличение на количество клеток. Вот смотрите, плазма цитарного ростка. Ну, я не понимаю, что это такое, но какие-то клетки очень хорошо растут. И они, значит, наиболее заметны в зоне мозговых тяжей, что предполагает наличие иммуномодулирующего действия золотых наночастиц. Об этом я еще расскажу, о иммуномодулирующем действии золотых наночастиц на практике. Мы успели это увидеть. Дальше, пожалуйста. Ну, вот здесь вот опять наночастицы серебра, которые из нанораствора взяты. Я уже говорила ранее, да, каким образом наночастицы серебра действуют на микроорганизмы. Они как бы создают поры во внешних мембранах, и из-за этого микроорганизм погибает. Вот здесь показана лимфатическая стопа, диабетическая стопа, простите. И здесь вот начало, там даже, если увеличить эту фотографию, видно, что даже кости уже начали гнить. Ребята-хирурги, они что делали? Вскрывали, очищали, убирали гной отсюда, скребли эту кость, очищали ее, потом обрабатывали пероксидом водорода серебром, хитозаном серебром при внутривенном вливании наночастиц золота. И вот справа уже на 5-й сутки, видите, какая чистая рана, абсолютно чистая, розовая, вот это вот, как говорится, это как ткань, и кости уже, как бы, они приобретают здоровый вид. Следующий, пожалуйста. То есть сроки, они сокращаются. Вот 30-е сутки уже эта рана затянулась. Ну, остались, конечно, какие-то дырочки. Вот это еще долгий процесс будет выходить из нее, там и сукровица испорченная, и какие-то ткани будут отходить. Но эта вот женщина, она уже ходит, она бегает просто с этой ногой. А по протоколу Минздрава эту стопу надо было ампутировать. То есть мы спасли, в общем-то, эту женщину от ампутации стопы. Следующий, пожалуйста. Вот это вот лимфома верхней конечности. Это у парня, у молодого, тоже из-за диабета образовалась такая рана, страшная совершенно. Вообще ужас. Ага, следующий слайд можно? Вот это вот на 5-е сутки. Те же действия были проведены, как при диабетической стопе. И через 2 недели, вы видите, на 5-е сутки, да, через 2 недели эта рана уже затянулась. Вот сколько их? 3 раны, да? Они затянулись. Дальше можно? Ну, вот это вот небольшое заключение. Ну, тут это Валерий Хасанович нас похвалил, это не я писала, это я у него взяла из его презентации, и мы надеемся все-таки, что мы поможем нашей медицине выйти из этого состояния и заменить вот эти вот уже резистентные антибиотики.
которые они вроде совершенствуют, но они перестают действовать очень быстро, дальше совершенствуют, и, значит, и цена становится выше, и действие, в общем-то, не очень увеличивается. Дальше, пожалуйста. Вот я говорила о именно моделирующих свойствах нанозолота. Это и в литературных данных есть, если в этом посмотреть в интернете. Но мы на практике это обнаружили. Вот смотрите, у этого парня, кроме, значит, вот этой вот флегмоны, да, из-за диабета, диабетическая конечность у него, была обнаружена системная красная волчанка. Вот, видите, вот красные такие вот области вокруг этой раны. Это как раз проявление системной красной волчанки. Следующий можно? Следующий слайд. И вы знаете, вот оказывается, здесь вот есть такой иммуноглобулин Е, да? Он повышается при многих аутоиммунных заболеваниях, таких как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, псориаз. В общем, у людей предрасположено к развитию реакции гиперчувствительности. Уровень вот этого иммуноглобулина в крови может десятки раз превысить значение в норме. Вот видите, верхние данные у нас, значит, норма, вот, количество вот этого иммуноглобулина Е за 400, да, зашкаливает, да? А после введения 3 инъекций с золотом оно упало в половину. Да, он выписался и пропал. Мы хотели дальше продолжить эти исследования, но у него, значит, эта вот краснота исчезла, когда он выписался. Мы не знаем, что с ним дальше. Будем искать, может быть, и найдем его. Дальше можно? Вот такой небольшой, значит, доклад. Я бы еще много очень рассказала. Мы получаем, значит, нанопроволоки на основе оксидов титана, на которых очень хорошо растут костные клетки. Вот. И мы хотим, значит, вот связаться с кем-нибудь и попробовать использовать наши нанотрубки Висмута для получения полония-210. Но я пока еще сомневаюсь, стоит ли нам эти исследования проводить или нет. Мы пока думаем об этом. Всем известно, что полоний-210 получает обучение, жестким обучением металлического висмута. Я думаю, с этими нанотрубками этот процесс пройдет гораздо легче и гораздо быстрее из-за размерного эффекта. Еще что я могу, значит, получаемые нанопрутики, карбида титана, их тоже можно использовать для упрочнения каких-то сплавов, возможно, каких-то материалов для стоматологии, вот такие вот вещи. Сейчас мы хотим приступить к, значит, получению гибкого прочного бетона, добавлением графена в этот состав. А графен мы собираемся получать из отходов рисового производства. Что еще? Значит, еще мы хотим производить тонизирующие напитки на основе наших гуминовых веществ и наночастиц золота. Если вы прочитаете где-нибудь в интернете, там, они пишут, в общем-то, я не знаю, верить этому или нет, что от всех болезней, в общем-то, вот эти вот гуматы, они лечат человека. Посмотрим, будем проводить испытания. Спасибо за внимание, за терпение. Пожалуйста, вопросы. Спасибо огромное за лекцию. Влада Аврончик здесь. Вот, я вижу, у нас Нуржар Исаева, наш координатор в Казахстане здесь. Здравствуйте. Да, я здесь. Я хотел бы поблагодарить действительно за прекрасную лекцию. И вообще меня впечатлило, как вам удалось применить минимальными, как бы сказать, средствами и возможностями сделать такие мощные, как бы, открытия. Это действительно очень впечатлительно. И вообще для меня секрет, вот мы как раз разговаривали с Хадичу относительно влияния нанотехнологий, связанные с серебром и золотом, на регенерацию, регенерационные процессы. А в чем вообще вот природа этих изменений? С чем связаны эти изменения? Потому что это связано с стимулированием или же это связано с неким конструированием, да?
Потому что если в природе такого как бы не существует, то, скорее всего, это есть какой-то элемент конструирования этих процессов или стимулирования. Вы Мне знаете, страшно все вопрос. вместе. У вас очень хороший вопрос, это все вместе. Вот эти, если взять наночастицы золота, они не только бактерициды, но и иммуномодуляторы, то есть они приводят иммунную систему, статус этот в порядок. Понимаете? И вот есть там вот гематоэнцефалический барьер, когда антибиотики и вот эти вот противоопухолевые препараты не могут проникнуть в мозг. Как очень трудно лечить рак мозга, правильно, да? А наночастицы золота спокойно проникают туда. И вот по данным, значит, литературы известно, что они как бы вот эти вот нейроны восстанавливают, дают им возможность расти и убивают эти раковые клетки в то же время. Да, И даже это... кровеносные сосуды при этом растут, вот как в случае меди. Но медь использовать, он все-таки очень токсичный. А золото, оно не токсично, оно выводится из организма спокойно, и оно избирательно действует именно на микроорганизмы и на вот, испорченные клетки организма. Живые клетки не трогают они. Это потрясающе. А вот с чем связано? Вот мы считаем, обычно считается, что человеческий организм является идеальным организмом с точки зрения, ну, как бы функционирования. Да. И вдруг такое действительно происходит сбой в системе. Ну, я связан иногда с возрастом, иногда с многими экологическими проблемами и так далее. В виде, когда мы подключаем дополнительные какие-то определенные ресурсы, связанные с теми исследованиями, которые вы проводите, и стимулируем или конструируем, как бы сказать, как бы здоровую среду или условия для того, чтобы начала происходить регенерация. Как вы думаете, изначально, но я понял потому, как вы, как бы, когда я сказал об организме, идеальном организме, вы закачали головой, значит, не совсем уж идеально. Но возможно ли то, что в процессе нашей жизни мы теряем какие-то микроэлементы, какие-то вот в связи с какими-то внешними, внутренними свойствами. И вот эти элементы, когда мы теряем эти элементы, недостающие элементы, приводит как раз-таки, мы просто не изучали, потому что медицина не изучала то, что человек теряет. Очень часто мы знаем болезнь, но мы не знаем, что теряется, как бы сказать, какие микрочастицы уходят от человека в связи с, как бы сказать, самой реальностью. Вот были ли такие исследования, или я не знаю, вот все-таки я как бы склонен к тому, что человек все-таки как бы конструирован, как бы достаточно и интегрирован в природную среду, достаточно как бы органично. И то, что мы пытаемся, как бы сказать, вот посредством человек не растеряет эти наночастицы, регенерировать, да, их, это все-таки говорит о том, что все-таки говорит, потому что вы же экспериментируете все-таки на живых, как бы сказать, организмах. И если есть определенная реакция у живых организмов и регенерация, иммунный значит, отклик, да. И нужный отклик, значит, это свойственно этому организму. Значит, он что-то утратил. Да. Вы знаете, вот когда мы даем эти вот, я сама пью, ввожу эти золотые наночастицы, да, вот если у молодых людей это протекает иммунный отклик очень бурно. Понимаете, у них здоровый организм, и это вот введение инородного тела очень бурно действует на их организм. А когда вводишь его пожилому человеку, там столько этих микроорганизмов всяких, столько клеток старых, да, вот этот иммунный отклик, как бы он заглушен. Понимаете? И то, что вы говорите, что человек совершенный, да, он сотворен совершенно, абсолютно. Творец нас творит совершенными. Но мы грешим, правильно? Грехи наши и приводят ко всем болезням. Это уже область сатаны. Скажем, если в Библии прочитаете внимательно, вы это увидите. Вот. Конечно, происходит сбой.
Я вот вообще молюсь Богу, да, и когда я эти молитвы произношу, я гораздо себя лучше чувствую. То есть как бы Творец начинает что-то с моим организмом делать. Вот. То есть можно даже без лекарств, без золотых наночастиц исцелиться, в принципе. Хотя первый раз эти вот золотые наночастицы, наноструктуры были применены Моисеем. Если вы Библию помните, когда он, значит, ушел за первыми заповедями, за скрижалями, эти не дождались, не вытерпели и сделали себе золотого тельца. Да. Идолопоклонство, правильно? Да. Он когда возвратился, увидел, что они погрязли в грехе, там что только не творилось. Плясали вокруг этого тельца, там пили, что хотели, то и делали, да? И он в гневе разбил эти вот скрижали, мы не знаем, что там было написано. И он взял этого тельца, сжег на костре. Вот смотрите, приемы нанотехнологий, действие высокой температуры, сжег. Этот вот пепел, он растер, опять приемы нанотехнологий, диспердирование, да? Растер, получил вот этот вот высокодисперсный порошок, бросил в воду. И эту воду дал пить своим, значит, вот этим вот людям. И они исцелились от безумия. Почему я вот первый раз, когда меня попросили, значит, что-то сделать с этими вот припадками, да, я без страха абсолютно дала пить этому мальчику, он вылечился от этого. До этого мне было страшно что-либо давать, а после этих строк я взялась за это. Вот. Да, мы становимся несовершенными за своих грехов. Обида, она желудок ест. Правильно, да? Какие-то мысли дурные разъедают мозг и так далее и тому подобное. Очень интересно, вы связали, естественно, научные знания как раз с мировой организацией. Очень интересно, да. Естественно, научные знания, они идут оттуда. Оттуда идут. Творец наш дает нам возможность заниматься этим. Понимаете? Спасибо. Хадича, продолжайте, пожалуйста. Там Да, есть несколько слов добавить можно? Да, пожалуйста, Валерий. Вот дело Я не вот знаю, в чем. получится. Конечно, тут, если по реалии организма ходить, то значит так. Существует понятие в медицине такое, что если всю жидкость, циркулирующую или находящуюся в организме человека, разделить по частям, то оказывается, одна часть только находится в артериях, 2 части в венах и 10 частей в лимфе. Вот, а что такое лимфа? Это, с одной стороны, это наш иммунитет, и с другой стороны, канализационная система организма. Как только у хозяйки на кухне канализация забилась, то ничего не сможешь сделать. Прочищать надо. С другой стороны, почему иммунитет? Поэтому Садат Касымбаевна сказала, что именно когда дополнительно посмотрели не только местное применение, а просто лимфатические узлы, которые отвечают у нас и за канализацию, и за иммунитет. И оказывается, микрочастицы золота, попадая в организм, они у нас и есть. Они просто в старости где-то уходят немножко. Стимулируется собственный иммунитет. И тогда мы можем спокойно перенести любую вирусную атаку и так далее. Я не хочу сказать, что это заменит прививки и так далее. Но мы готовы будем к любой инфекции, в принципе, если у нас будет небольшое количество циркулировать нанозолота и садиться в лимфатических узлах, они будут готовы к отражению любой атаки. Вот в чем дело. Спасибо огромное. Канализацию чистить тоже надо. Канализацию чистить, да, лимфы? Да, вот, спасибо огромное. Знаете, сразу почему-то вспомнилась живая мертвая вода. Совершенно верно, да. Которая... Святая вода. Да, вот, святая вода или живая вода? Да. Это же нанозолото, наносеребро там. Да, спасибо. Нуржар, вы поднимали руку, я увидела, да? У вас есть вопрос или комментарий, пожалуйста? Да, я, во-первых, хотела поблагодарить Садат Касымовну
за очень интересную тему, и данные, вот, и клинические данные, ну, это вообще очень, очень прекрасное то, что вы представили. И здесь уже, когда дискуссия пошла, вы о духовной части. Безусловно, вот эта духовность наша, вера, благожелание, вера Всевышнего, какой бы, пусть это будет ислам или христианство. Но я, так как сама биолог, физиолог, я вот, меня немножечко передел вот Валерий, да, по-моему, Габитов, физиология. Вот, да, действительно, лимфа, межклеточная жидкость и проходимость. Меняется то, что вы, Булат Давронович, говорили, что в организме происходит. Меняется проходимость. Даже если мы питаемся достаточно, ну, очень сложно найти экологически чистую продукцию, но тем не менее, если даже мы верим, что свое хозяйство без всяких внешних воздействий продуктами питания, но тем не менее наш организм по разным причинам, это стресс, это экология, воздух, это вода, блокируется, и не все питательные вещества организм принимает. Поэтому и со временем, с возрастом нужны какие-то вот, в том числе, вот почему БАДы применяются и наночастицы. То же самое серебро, сейчас уже доказано, и еще испокон веков, вот серебряную ложку в воду, если поставить, попить, ты уже как-то себя очищаешь. И, знаете, это не только физическое очищение, это может быть даже и мысли очищаются. И на сегодняшний день это очень актуальные вещи. То, что вы данные по диабету дали, это вообще супер, я считаю. Сейчас диабет настолько стал молодым, и вот такие последствия диабета, это получается огромное количество сахара в крови, но которое не осваивается. И это частицы, которые уже борются с твоим организмом и не дают ему нормально не только функционировать, но и усваивать то, что есть. Каждый мыслями, он только этим живет, как бы себя вовремя сделать определенные инъекции, не перезагрузить организм другими питаниями. Поэтому хотела еще раз поблагодарить и пожелать успешной дальнейшей работы. И надеемся, что ваша очень такая работа настолько она междисциплинарна, между медициной, физиологией, косметологией, то, что вы говорите, вообще полностью жизнедеятельности. То есть даже вы, не будучи медиком, многие вещи именно с химической точки зрения. Мы понимаем, что сейчас уже и медицина пришла к тому, что если там заболел, сердце заболело, то просто лечить сердце, это означает, что все другие, особенно в первую очередь желудок садится. Поэтому сначала нужно желудочно-кишечный тракт привести в норму, а уже потом потихонечку определенными нормами привести в общем и мысль, мышление, мозг, сон, то есть это все в комплексе. И вы вот химическими процессами доказываете это вот такой междисциплинарный подход. Желаю вам успеха. Спасибо, спасибо большое. Можно я отвечу? Да. Вот это вот... Да, Замира Касымбаевна. Она говорила именно о лечении всего. Я тоже считаю, что нужно лечить полностью организм человеческий. Не только вот пришел человек с сердцем, надо все остальное тоже лечить. Делать обширные анализы. Вот чем хороши вот те же наночастицы золота. Они поступают именно туда, где есть болезнь. То есть они лечат весь организм. Понимаете, они находят вот эти вот клетки, скажем, зараженные болезнью, да, и уничтожают их. То есть организм очищается благодаря этому. И вот Валерий Хасанович сказал, что я не против там, вот этой вакцинации. А я считаю, что вот это вот введение наночастиц золота – это нановакцинация.
нановакцинации. Вот то, что даже падает количество иммуноглобулина Е, об этом говорит, правильно, да? Это нановакцинация. Вот сколько у меня людей получили это золото в вены, ну, очень много уже, я даже считать не стала. Вот Валерия Хасановича там они исследовали 160 пациентов, да, и у меня около, наверное, больше 150, понимаете? И вот во время вот этой пандемии я первый раз только увидела, что Валерий Хасанович там заболел, но я думаю, что у него не корона была, а что-то другое, понимаете? Все остальные, никто из них не заболел. То есть вакцинация уже была у них. То есть организм был готов к борьбе с этим вирусом. Вот что. И мне нравится, что эти наноструктуры, они лечат не только, скажем, сердце, не только раковую опухоль, они исследуют оболочку полностью, да, там инспектируют, контролируют, приводят в порядок, да, кровь приводят в порядок, нервную систему всю в порядок приводят постепенно. Но это нужно делать постоянно, такие вещи. Ну, скажем, полгода раз принять эти вот, я полгода раз себе делаю. Валерий Хасанович, вот я его уговариваю, он как-то не решается почаще это делать, хотя первый раз, когда он сделал, ему здорово, он поднялся, так вот стал такой бодрый, хороший стал. Вот. Но говорю, ничего. Нет, у меня как раз после контакта с такими больными все прошло очень легко, после того, когда трижды внутривенно прокапывали нанозолото. Поэтому я только в карантине нахожусь из-за того, что контактировал с такими больными, продолжаю контактировать. Вот, А сам-то, в общем-то, в нормальной форме, не переживайте. Спасибо, Валерий Хасанович. Вот знаете, мне кажется, предыдущая наша лекция была как раз о экосистемах, да, и мне кажется, мы вот действительно логически просто уже говорим о немножко другой стороне, да, и вот для чего золото, да? Золото имеет еще и какую-то медицинскую ценность. И в этом смысле, мне кажется, вот мне очень понравилось, когда вы говорили, Саадат Касымбаевна, про Индию, да? Вы сказали, что его очень мало осталось, и вот сейчас хотелось бы найти что-то заменитель или вот, я не знаю, искусственной Индии, да? Мне кажется, нет, искусственный другим металлом, да, заменить. Ага. Вот мне кажется, все придет к тому, что будут искать и заменитель золота. Нет, золото не надо заменить. Не получится. А зачем? Его же тоже, наверное, уже истощается запас. Да нет, его пока достаточно. И дело, понимаете, в чем хороши нанотехнологии? Они позволяют использовать тоже золото в минимальных количествах. Вот мы когда вводим в вену это золото, там концентрация в этом физрастворе 10 в минус третьей степени процента. Понимаете? То есть мизерное количество. Я даже склонна сейчас уменьшить эти концентрации, потому что гомеопаты лечат вообще-то в 10 минус в 11, 10 минус в 12 степени. Я хочу приблизиться к их данным, к их результатам. Вот что мне хочется сделать. Хотя вот там некоторые, чем больше, тем лучше. Нет, нужно все делать оптимально. Найти какие-то оптимальные условия и делать это все. И я думаю, что Творец поможет нам в этом. Очень здорово. А то, что вы говорили об экологии, да, за это должны взяться не только мы. Я вот приглашаю и других коллег из других стран Средней, Центральной Азии, СНГ к сотрудничеству, но почему-то немногие откликаются, в общем-то, немногие. Вот Валерий Хасанович, он молодец, он так здорово это все ставит на места, эти вот медицинские исследования. Он опубликовал наши работы и в Сибири, и в Москве, то есть он как бы рекламой занимается такой вот. Но нам этого недостаточно. Недостаточно. Я еще о чем хочу сказать, да, вот у нас там этот Кумтор, да, эти золотые прииски, в Таджикистане, наверное, то же самое, да, происходит. Чем больше золота, тем лучше. Я призываю использовать нанотехнологии и продавать не золото само,
а именно вот препараты какое-то оборудование в электронике на основе золота, какие-то электрические батареи, солнечные батареи на основе золота. Здесь гораздо больше мы выигрываем, гораздо больше прибыль, вы понимаете, чем продавать чистое золото. И не надо его все выковыривать, это золото. Зачем? Нужно брать столько, сколько нужно, необходимо, чтобы оно не стало редким, да, и рассеянным, как вот Индии. Можно сказать, что занимаетесь в Центральной Азии в основном только вот этот ваш центр. То есть я так вот по... А у нас по Центральной Азии есть ли какие-то исследовательские лаборатории, которые занимаются вот этими же проблемами? Вы понимаете, вот такое количество наноструктур получили только мы. Мы всю периодическую систему попробовали. Всю. От первой до последней группы. Я же говорю, более 80 наноструктур у нас есть. Более 80. И применение пока мы вот только вот сейчас находим для серебра, золота, меди, да. Потом, значит, вот графен, алюминий. Вот такие виды. Вот еще хотим сейчас подключить цинк. Это вот мази всякие, да, для лечения животных. Да? Вот такие вот вещи. Графит, вот на основе графита тоже вот Валерий Хасанович, он может рассказать, что такое СУМС, да, Валерий Хасанович? Да. И вот это мы получаем, в принципе, такую подобную же вещь. Это тоже сорбент очень хороший для очистки желудка. Ну, в общем, там приложений очень много, единственное, не хватает рук, а самое главное, нет оборудования. Вот. Даже в Центральной Азии нет того оборудования, которое нам необходимо. Во всей Центральной Азии. Садат Хасамбаевна, а вот китайская медицина, мне кажется, она вот как раз хитозан, я слышала просто на слуху, и где-то они используют, наверное, в Китае это есть разработки, да, какие-то? Вот про хитозан спросите Валерия Хасановича, он вам объяснит, что это такое. Но наиболее чистый хитозан получает в Кольцово, под Новосибирском, Академвоенмедгородок, где это противовирусный центр бывшего Советского Союза. Там даже взлетную полосу охраняют погранцы. Ничего себе. Секретная, да? Да, это да. Вот там чистый хитозан получают. Получают из дальневосточного краба. Ну, а мы получаем уже концентраты, делаем. Пробовали китайский, он много примесей содержит. Да, купить хитозан тяжело, да. Да. Китайцы молодцы в плане того, что, ну как это, что-то изобретение в большом количестве делать, но качественно они немножечко отстают. Понятно. Но хитозан вообще это бактерицид хороший. Да, и он тоже, кстати, может быть как использован как лимфотропное средство. Да. Как лимфостимулирующее. Лимфотропное, да, лимфостимулирующее. Да, то есть вот прочищает канализационную систему, иначе говоря. А в комплексе с серебром вообще бомба, да, Валерий Хасанович? Да. Ох, связь немножко плохая, да, Валерий Хасанович, у вас что-то пропадает? Валерий Хасанович, вы сядьте так, чтобы мы вас видели, мы макушку вашу только видим. Да. Я думаю, что есть ли какие-то Владимир, я вот хотел просто Садат Хасамбаевне сказать, что вот, пожалуйста, вы видите, сегодня у нас очень мало людей, но это нисколько не умаляет вашей лекции, потому что лекция будет выложена в YouTube, и у нас будет после лекции еще будет очень много просмотров. Я думаю, что он будет доступен по всему миру. Может быть, какие-то комментарии, вопросы появятся после того, как наша техническая служба выложит лекцию. Вы видите, да, вот идет запись, выложит лекцию в YouTube, и, возможно, мы еще раз вернемся и будем обсуждать. Вообще, вот меня радует, что в Кыргызстане... Да, маленькое добавление. Значит, запомните одну вещь, что
используя эти нанотехнологии, мы смогли в 6 раз уменьшить вынужденные ампутации конечностей при сахарном диабете. Вот. Я еще хочу вот немножко... Это не на 20%, а 6 раз. 6 Ничего раз. себе. Это вот Валерий достижение. Хасанович может доклад сделать следующий. Да, Очень да. Я вот хороший тоже хотела, доклад кстати, у него, сказать. да. Шикарный. У Даврончик, него может есть быть, мы новые к сентябрю данные, которые попросим. он мне еще не озвучил. Вот. Да, сентябрь у нас В лекция. сентябре, да, в И сентябре, может, да. Это Валерий Хасанович, продолжит. да, продолжим эту линию, да? Но Да. сейчас людей мало, потому что в отпусках все. Вот мои сотрудники все до одного в отпуске. Я Ну, вот только мне пишет, например, Кульпа Мукашина говорит, что она едет, что она в транспорте, у кого-то проблемы с интернетом, поэтому, видите, технически тоже может быть. Мы еще будем ждать отзывов, комментариев после выставления. Ничего страшного, Да, все хорошо. да. Я хотел бы от лица проекта Агахан Человековедения Университета Центральной Азии поблагодарить еще раз вас и всех участвующих в этом обсуждении за прекрасную действительно вашу лекцию. Она стратегически очень важна, так как она связана и с экологией человека, и с экологией природы, и механизмами, то есть и в том, что действительно человеческий организм, как вот Нуржар говорила, нуждается в ходе определенного времени, естественно, теряет определенные функциональные возможности. И в этом плане, конечно же, вот ваши исследования, они позволяют каким-то образом восстанавливать вот эту саму циркуляцию и связь с экологическими, как можно сказать, системами, да, которые возобновляют эту систему и дают возможность организму вновь как бы получить, значит, или создать те возможности, которые позволяют организму самостоятельно уже выходить и находить все ресурсы для выхода из критической ситуации. Огромное вам спасибо за вот тот оптимизм. Кстати, вот действительно у меня очень оптимистичное такое настроение после вот вашей лекции. Несмотря на то, что вы говорили о серьезных таких вещах, показывали фотографии, от которых действительно жутко, но то, что вы предлагаете, является очень, очень важным в стратегическом плане. И я полагаю, что вот то, что выйдет в YouTube, как сказала Хадича, действительно даст возможность многим людям ознакомиться с этим. И мы обязательно постараемся, вот через в сентябре мы лекцию эту озвучим и продумаем то, каким образом мы можем как-то это визуально, может быть, вот у нас есть интерактивная карта по экологии, мы пока не знаем как, но, может быть, значит, мы подумаем, как может донести какие-то интересные инновационные идеи до широкой аудитории, до молодых, потому что все-таки очень важно, чтобы молодые могли каким-то образом включить вот эти исследования, связать ее какими-то социальными процессами, потому что это не то, как мы видели, вы говорили о духовном, но я уверен, что есть какие-то социальные аспекты, есть какие-то связи. Конечно, я не сторонник, как бы сказать, наложения, как бы сказать, биологического, социального, нет, но так как человеческая природа единая и человеческое сознание единое по структуре, да, по матрице, в какой-то мере какие-то аспекты, они имеют определенную какую-то синхронность или как бы взаимосвязь, не абсолютную, но какую-то относительную они имеют. И вот определение этих связей, конечно же, позволит намного лучше решить как многие социальные вопросы, да, так и медицинские. Я думаю, что вот на стыке всех этих вопросов мы будем продолжать размышлять. И спасибо вам за такую как бы действительно лекцию, которая дает возможность нам задаться очень серьезными вопросами и создать условия для, как бы сказать, новых исследований. Вот в рамках центральной. Мы не могли бы исследования проводить вот совместно с вашими учеными? Вот в том-то и дело. Я сейчас хочу как раз вот обдумать, как это можно будет сделать. И, может быть, даже мы сделаем какой-то... Вот у нас вот идея есть по музыке, по экологии. Вот сейчас вот мы думаем сейчас как раз о медицине. И, может быть, вот какую-то формную часть, вот у нас идеи циркулируются, мы сейчас вот пытаемся найти. Может быть, вот мы как раз и обсудим
вот эти вопросы, потому что многие сейчас задумываются о вопросах очень серьезных заболеваний. Вот помимо коронавируса существует еще, мы не должны забывать о том, что существуют еще классические какие-то заболевания, вот как вы говорили, и раковые заболевания, и многие об этом думают, о том, как предотвратить, да, например, какую профилактику сделать для того, чтобы предотвратить какие-то серьезные заболевания, и мы как раз-таки, значит, вот эти лекции, они будут являться и исследования, я вот надеюсь, мы постараемся найти вот эти контакты, и, может быть, сделаем... Может быть, круглый стол какой-нибудь, Да, мы подумаем обязательно. Вот эта идея очень интересная. Огромное вам всем спасибо. Спасибо, Хадича. Можно еще, да? Да, пожалуйста. Можно, да? Вы знаете, вы могли бы подумать об оборудовании. Может быть, какое-то совместное оборудование приобрести в Центральной Азии. Вот у казахов есть, но он сканирующий электронный микроскоп. Он немножко не годится для наших вещей. У них нет масс-спектрометра. Вот, рентгеновские аппараты не очень хорошие. Вот мы правительству докладывали это все, но правительство не до нас сейчас, в данное время хотя бы, да? Может быть, как-то усилия эти объединить и приобрести общие какие-то инструменты для нанотехнологий. Мы работаем над этим. У меня дочь... Может быть, даже для университета. У нас же есть университеты, может быть, для них, да? Нет, в университете в области нанотехнологий не работают. Работает только Академия наук, и этот центр надо создавать при Академии наук. Фундаментальное исследование, да, это. Да, здесь надо делать. У нас и помещения есть. В университете планируется медицинский центр, это еще тоже можно. А потом наши задачи, они, как сказать, рассматривать пути закупок, а именно объединить ученых из разных стран, может быть, еще и шире, не только 3 страны вот Центральной Азии, из разных стран, и какими-то общими усилиями решать актуальную проблему. Вы дали такой импульс того, что на сегодняшний день современно, нужно и актуально. И вот этот вопрос мы можем рассмотреть в других наших странах и уже следующий этап лекции поднять это, и уже дальше, как пойдет, посмотрим. Ну, средства производства, как бы сказать, вот технология, они, естественно, будут исходить, то есть они, естественно, будут закуплены, но когда будет уже идея сформирована сообщество, которое будет являться потребность в этом, и, естественно, следующим этапом будет, конечно же, потому что для того, чтобы это осуществлять, это не просто исследование, но нужно, это все-таки связано с технологиями, и в этом плане, безусловно, это будет тоже частью. Но для этого нужно сформировать вот этот дискурс, да, вот то, что вы задаете, найти союз, ну, как бы сказать, партнеров, и на базе этого уже, я думаю, что это Нуржар тоже права в том плане, что нужно подключить какие-то, значит, ресурсы именно из Университета Центральной Азии. И, естественно, те исследования, если будут проводиться, они будут проводиться на базе, например, ну, да, тоже Академия наук, ваша Академия наук, безусловно, параллельно с этим. То есть, но для этого необходимо создать некий такой консорциум, объединение наших ученых для того, чтобы они уже, как бы сказать, могли артикулировать это все и найти дополнительные ресурсы на вот именно закупку этой технологии и осуществление этой идеи. Вот то, что касается вот этих производственных линий, да, мы ведь тоже не сидим на месте. У нас есть ребята-конструкторы, они любую тебе установку сделают. Вот сейчас у нас стоит вопрос о применении нанотехнологии без цианидной переработки сульфидных руд по золоту. Вот это мы собираемся целую линию уже сами изготавливать. А по, значит, изготовлению, выпуску нанопрепаратов, они очень простые, эти линии. Очень простые. Их можно за несколько месяцев поставить. Над этим мы тоже работаем. У нас не хватает исследовательского оборудования. Все остальное у нас есть, возможно. Да. Понимаете? Уже поставлены ребята эти, извещены, они знакомы со всем этим. Вот. Они в конференциях наших участвуют, они в семинарах наших участвуют. Вот они сделали несколько мне вот этих вот установок для диспергирования.
Так что это у нас просто решается. Не просто А вы не могли бы решается. дать нам контакты, какие-то контакты, которые у вас есть, чтобы мы могли бы с ними как бы сконтактироваться и как бы создать некую такую площадку для того, чтобы детально переговорить? Контактируйте через меня. У нас сейчас это называется... В общем, у моей дочери есть бизнес свой. И вот этот нано-биомедицинский центр, сейчас мы его моделируем, как говорится, проектируем, он при ее конторе. Понимаете? И все эти ребята подключены к ней. Угу. То есть контакты через нее, через меня. Вот так. Ясно. Хорошо, мы свяжемся по поводу вопроса, когда, я думаю, что мы посмотрим. А есть у вас контакты, да, насчет таджикских ученых? Кто занимается примерно этими вопросами? Нет, у вас нет. У вас никто не занимается нанотехнологиями. Ясно. А в Узбекистане? Тоже. В Казахстане они в основном, значит, вот рисовое производство, потом нефтепроизводство, использование наноструктур в сельском хозяйстве, вот такие вещи. Я понял. Но вот такое количество наноструктур никто не синтезирует. Никто из них. Клинические данные по нанотехнологиям, мне кажется, есть. Я просто не интересовалась, но... Где? Назарбаев университет. Нет, но у них есть лаборатории, есть отделы нанотехнологий, но у них те же самые проблемы, что у нас. Просвечивающий электронный микроскоп у них нет, есть сканирующий только, а нам нужен просвечивающий, например. Вот так вот. Там Раман-спектрометр, масс-спектрометр, я не знаю, где у них есть, по-моему, у них нету тоже. Понимаете, конфокального микроскопа тоже у них нет. То есть эта проблема очень большая, и мы, конечно, самые первые уткнулись в эту проблему, и надо ее решать каким-то образом. Дорогая технология? Ой, если говорить о просвечивающем электронном микроскопе, вот хорошие, со всеми там приложениями, приставками, $4 миллиона стоит. Вот это да. Я Да. понял. Поэтому как раз таки, да, и возникает, да, вопрос. Нет, но если вот там наше государство хотя бы хочет продвинуться, да, а не просто, извиняюсь, тупо продавать золото тоже, да, нужно делать это все. Обязательно. И вот мы убеждаем, но, может быть, и убедим, в конце концов. Да. Это интересная идея, Катя, очень интересная идея. 4 миллиона – это не так много для такого государства. Да. В общем, если бы было там 20 миллионов, скажем, долларов, можно было оборудовать. Ну, в Польше такой центр. В Польше прекрасно оборудованный нанотехнологический центр. Нано-биомедцентр. Я там год работала. А в Германии есть? В Германии есть, у них в Чехии они хорошо продвинулись, но они уже даже материалы делают какие-то на основе углерода, вот такие вот вещи делают, знаете, есть у них. Есть. Огромное вам спасибо, что вы увлекли своим выступлением. Я думаю, мы еще будем думать долго по этому вопросу и уверен, что... Давайте быстро думать. Конечно. Не надо долго. Ясно, да. Долго думать, время уходит. Я понимаю, да. Спасибо, да. Спасибо большое всем. Еще раз, мы постараемся более, как бы сказать, продвинуть как можно быстрее как бы, эти идеи и в скором времени организовать все-таки вот эту форумную часть для того, чтобы выйти на следующие наши вопросы. Может, какой-то круглый стол организовать. Да, я понял, да. Скорее всего, так и будет, так и сделаем. Огромное вам спасибо всем. Еще раз. До свидания. До скорой встречи. До свидания.